Так, значит, прежде чем я начну, собственно, я принесла какие-то книги поэтические, которые у меня здесь в Москве оказались. И вот Айшет будущего Богдан Анфиногенов, совершенно современный поэт, он пишет такой язык микс, скажем так, да, когда в удмуртских текстах в удмуртских текстах используют русские слова и так далее. Поэтому я могу сейчас это пустить, может быть, по ряду посмотрите, да, пока я лекцию. И тут, значит, удмуртскоязычную пока попридержу Сергея Матвеева. И у меня оказались 3 книжки Эрика Батоева, выпускника журфака МГУ, и Григорий Владимирович, возможно, и знает, это Валерий Николаевич Батоев. Здесь его удмуртскоязычный сборник и 2 русскоязычных. Можете тоже посмотреть, полистать пока в процессе лекции. Вот с этого, наверное, начну. И, собственно, уже по сегодняшней заявленной теме. Ну, во-первых, дечь бурещ ванды, монтуж шумпотычкоты дыр, но мылкыдно шейти дотачилык тыны, ашмёс помещики мы Москвалан шор карас, и сотуштун сыко, малки шо, но вот Москван пукщико мы, верачкичко мы, удмурт кыл шарыш, удмурт литература шарыш, и монка янкет на толк мяшкичко. Добрый вечер, уважаемая публика, волнуюсь, потому что, наверное, процентов на 90 это люди мне знакомые, а перед знакомыми людьми выступать гораздо ответственнее и волнительнее, да, чем перед незнакомой публикой. Значит, собственно, тема, которую я сегодня буду озвучивать, она не нова, и мы этот цикл лекций начинали еще 2 года назад. И в 2019 году, когда мы впервые встречались, ну, в другом месте, это было метро Чеховская, Пушкинская, там в самом центре Москвы, я, скажем так, наверное, опрометчиво озвучила тему как удмуртская литература 20 века. И я опрометчиво надеялась, что за те час или полтора времени я галопом по Европам смогу рассказать публике о истории удмуртской литературы 20 века. Я была не права. В тот раз, 2 года назад, я успела только начать, и то есть мы только поговорили об истоках удмуртской литературы. И, конечно, и я осталась несколько неудовлетворенной, и публика, скажем так. И когда мы в этот раз с Артемом обдумывали тему выступления, собственно, разные были варианты. Я хотела, может быть, отдельно о Красильниковой, может быть, отдельно о поэте Михаиле Федотове, может быть, отдельно о женском творчестве. Но все-таки мы решили продолжить начатую лекцию, но чуть-чуть с таким как бы с акцентом, и этот акцент озвучен перед основной как бы темой, да, между традицией и модернизмом. То есть я вот, наверное, час 20, классическая пара, да, преподавательская, я попытаюсь вам очень, опять-таки, бегло, начиная с Герда, Герд, который творил в 20-е годы, но о Герде мы почти пунктирно, я попытаюсь все-таки остановиться на творчестве самых крупных, значительных, интересных, на творчестве самых крупных, значительных, интересных писателей и все-таки показать, в чем же их новизна, в чем же их новаторство. И хочу все-таки в пост уже советский период, да, вот последние 30 лет, в чем свое самобытное лицо удмуртской литературы. Потому что мы все живем сейчас в такой в очень изменяющемся мире, и, конечно, литература в первую очередь, слово в первую очередь реагирует на те изменения, которые происходят в обществе. И очень важно все же за счет каких ресурсов или, скажем, за счет чего удмуртская литература, вливаясь в общий российский литературный контекст, как она должна самосохраниться,
в чем идентичность литературы. Потому что если бы литература не развивалась, если бы она писала так же, как, скажем, 100 лет назад, то если бы мы утонули в традиции, то, понятно, современной литературы бы тоже не было. Но ведь вот этот баланс, этот нюанс, когда надо на пограничье, надо суметь сохранить традицию, но при этом быть современным, это сложно. И как с этим справляются современные авторы? То есть поговорим вот в таком аспекте. Значит, понятно, если мы говорим о традиции, то по отношению к удмуртской литературе в первую очередь речь надо вести о фольклорной традиции. И я неоднократно говорю о том, что удмуртская литература круто замешана на фольклоре. И, собственно, были разные периоды, когда фольклор, то есть когда не были разграничены статус фольклорного как бы в литературе, да, и, собственно, литературного творчества. И не случайно поэтому все 37 текстов о Шальчиоки, написанные в 20-е годы, и тексты, уже имеющие автора, они ушли в народ и распевались в народе как народные песни, потому что все стихотворения Шальчиоки были действительно созданы на фольклорной традиции. И доходило до парадоксальных ситуаций, когда Ашальчиоки, дважды репрессированная, реабилитированная, в 50-е, в 60-е годы работала врачом в Алнашской больнице, и когда она была вычеркнута из литературного процесса, и когда она уже не позиционировала себя как поэт, были такие случаи, когда вот в поликлинике, в коллективе, в медицинском коллективе за чаепитием пели ее песни, но никто не знал, что автор этих песен сидит с ними рядом. И Ашальчиоки об этом не говорила, она молчала, что это поют ее тексты. Понятно, что фольклорное очень часто проявляется на уровне тем, на уровне мотивов, идей и образов. Фольклорно-традиционное появляется в так называемом поведенческом стереотипе. И, конечно, формальные признаки, да, структурные элементы, версификация поэтическая и так далее. Ну, собственно, вот я пишу, что фольклорная традиция с точки зрения литературоведения воспринимается как некая формульность, как фольклорный код, или называют это метатемой, вечной темой, блуждающим сюжетом, и это характерно для всех литератур, и удмуртская не исключение. И, собственно, есть такое понятие, как языковое клише или бытовой словесный этикет, очень модный нынче термин, как языковая картина мира. Очень интересно, что, например, когда возвращается из армии сын, или когда возвращались с фронта мужчины, приезжали в деревню, в удмуртскую, никто к ним не кидался навстречу с возгласами и с восклицаниями «Здравствуйте, дядя Буреч», да? То есть вот это, если речь ведем о бытовом как бы этикете, вернувшийся с фронта сына или из армии, мама встречала лаконично на пороге: «Берти да пье». Ты вернулся, мой сын. Вот это самое большее. И понятно, и это вот такие вещи, которые характеризуют вот такое ментально-поведенческое, психологическое, народное, да, такие вещи очень тонко должен чувствовать переводчик. И вот когда мы недавно со своими студентами анализировали поэму Михаила Петрова «Кырджан Улос», поэма 54-го года, нет, поэма 50-го года, которая посвящена погибшему на фронте поэту Филиппу Кедрову, то понятно, вот это лаконичное, когда раненый Филипп Кедров возвращается с фронта на побывку, там буквально 2 недели дали после госпиталя ему время, чтобы он съездил домой, повидался с мамой.
И вот этот фрагмент вот встречи вот действительно очень лаконично обрисован. Тогда как в русском переводе «Здравствуй, сынок». Нет у нас в традиции удмуртского народа вот этой встречи «Здравствуй». Нет. Бер, ты допе, ты вернулся, мой сын. И нет никаких вот этих обниманий, целований. Просто мама тихо хлопает по плечу и проводит ручкой по плечу сына. Все. Значит, я тут привожу текст в оригинале и подстрочный мой перевод. Если не указаны переводчики, все подстрочные переводы мои. Понятно, с учетом того, что в удмуртском языке нет категории рода, то это можно перевести как «мой милый», но можно перевести как «моя милая». То есть этот текст вполне может принадлежать и мужчине, и женщине, и девушке, и юноше, да? Поэтому я пока перевела от лица, значит, от женского лица. И мы понимаем, что это очень древний текст удмуртской народной песни. И мне кажется, вот лучше этого о таком как бы психологическо-поведенческом стереотипе не написано, потому что в этом жертвенность, да, ну, конечно, скорее всего, это от женского имени, и вот это жертвенное начало удмуртской женщины, да, и как мы традиционно знаем, что вот эту расхожую фразу, что вся русская классическая литература вышла из Шинеля Гоголя, то в продолжении вот этой мысли я могу сказать, что вся традиционная классическая удмуртская поэзия вышла из этих 4 строк удмуртской народной песни. Я плачу не потому, что я одинока, я плачу потому, что ты одинок. И в дальнейшем вот этот мотив терпимости, жертвенности, сострадания, он станет, в общем-то, этот мотив ключевым в удмуртской поэзии, особенно в удмуртской женской поэзии. Но я сегодня сразу оговорюсь, что об авторах-женщинах я сегодня говорить не буду. Это отдельная тема, и, может быть, когда-либо мы к этой теме тоже придем. Я привожу другую удмуртскую песню, тоже мой подсрочный перевод, и если мы зададимся вопросом, о чем это, да, это очень лаконично, очень скупо, возможно, выраженная такая любовный мотив, любовный мотив такой традиционной интерпретации. Мы понимаем, что в этих, сколько у нас тут строк, 6, да, в 6 строчках выражена вся эмоциональная жизнь, любовь 2 людей от момента зарождения чувства до последних дней, в 6 строчках. Потому что когда, значит, глядя друг другу в глаза, споем, это любовь в молодости, глядя друг другу в глаза, споем, да, но проходит время, и мы не будем уже петь, глядя друг другу в глаза, мы, взявши их за руки, споем. То есть мы будем смотреть уже в одном направлении. И мы понимаем, что зрелая любовь, это тогда, то есть характеристика зрелой любви, это когда люди смотрят не на друга, а в одном направлении. Да? Посмотрите, как поэтично и как лаконично об этом. И последние 2 строчки, они меня всегда умиляют. Твоих песен 70 мотивов, моих песен 700. Вроде бы, если так посмотреть, нам кажется, что значит, у тебя 70, а у меня 700. Вроде бы некая дискриминация, но посмотрите, поющих-то 2. И каждый проговаривает эти слова, и получается зеркальное отражение. То есть и у тебя 700, и у меня 700 в конечном итоге, да? Потому что каждый же поет как бы о себе, но апеллирует к другому. Потрясающе вообще заложено в этих вот тоже 6 строчках такая человеческая мудрость и взаимоотношения. Это тоже поведенческий традиционный стереотип и мироотношения удмуртских людей к себе, к друг другу и к миру. И в дальнейшем в классической литературе как раз будут ценны вот такие отношения.
все, что не вписывается вот в эту парадигму и в этот дискурс, будет как-то восприниматься как некое чужеродное, неудмуртское, чуждое и так далее. И это найдет отражение во всех жанрах литературы, и в поэзии, и в прозе. И если понятно, я ограничена во времени, и я очень лаконично говорю, и я здесь вот привожу два примера совершенно разнородных. Ну вот когда мы говорим о вещах, что нас или расстраивает, да, и вот этот момент, то, что какова степень печали и горести. И два фрагмента, да, вот из фильма «Один дома», и вот мальчик, он был так расстроен, словно его лишили рождественского подарка. И когда я это смотрю и слышу, я все время вспоминаю рассказ Леденянькиной «Имитация», рассказ 96-го года. «Пока еще куректич тусын кертичка сапуке, туяр поннас калзы мурык и лемку жалот». То есть вот в этой лаконичной фразе рассказ современного автора, рассказ 96-го года. Героиня, она возрастная, женщина пока. И вот в этой фразе, что, возможно, она так горевала, с таким видом сидела, будто можно подумать, что ее корова нынче осталась яловой, вот большей печали для крестьянской деревенской женщины, конечно же, нет. Вот это глубина печали, понимаете? То есть, и когда, и вот в таких фразах мы усматриваем вот это традиционное поведенческое. И мне всегда приятно такие тексты современных авторов, которые вот пунктирно, одной фразой умеют это вычленить и умеют нам показать. И, собственно, я тут отсылаю еще и одновременно, значит, обращаю внимание на очень интересную монографию современного лингвиста Татьяны Рудольфовны Душенковой «Ключевые понятия удмуртской языковой картины мира». Это монография прошлого года. И она пишет, что речевое общение удмурта во многом соотносимо с фатическим, от латинского «fatus» – «глупый». То есть вроде как речь идет о бессодержательном общении ради самого процесса общения. И характеризуется частотным использованием на практике определенных лексем. Колен Марым, она целую главу об этом пишет. Для любопытных можно найти работу и посмотреть. И, собственно, вот она приводит эти примеры, которые вы можете почитать. Это то, что я с чего уже начала говорить. Собственно, да, при встрече удмурты чаще всего традиционно действительно не здороваются, а начинают общение как бы ни о чем или окольными путями. И в частности, стариков приветствуют или вопрошают: «Ветличко дна, ходишь ли еще?» То есть встречаются, и вместо того, чтобы сказать «здравствуйте», да, «Ветличко дна», то тебя еще ноги пыдат ветлана, тебя еще ноги носят. Вот это абсолютно, вот вроде ни о чем, некая бессмыслица, да, непонятно, но это сугубо удмуртское. И он должен ответить, сказать: «Да, колен», потихоньку. И, понятно, таких примеров можно привести достаточное количество. Но вот как раз вот по таким моментам мы очень узнаваемы, мы удмурты. Собственно, это такой был экскурс. И, собственно, переходя уже к литературе, первый, кто очень, как бы сказать, оценил значение фольклора для будущей литературы, конечно, был Кузибай Герд. И, собственно, у Герда, как у фольклориста и литературоведа, написано очень много статей по удмуртскому фольклору. Кстати сказать, он окончил аспирантуру и докторантуру по этнографии, и он написал 2 литературоведческие работы. Первая работа по фольклору, он учился у академика Соколова,
И вторая работа по этнографии. К сожалению, при его жизни эти работы не были опубликованы. Собственно, мы долгое время не знали об этих работах. Эти работы обнаружены уже в постсоветский период в библиотеках Хельсинского университета. Они остались в рукописи. И, слава богу, они сейчас обнаружены, они опубликованы. Так вот, Герд, мало того, что он был исследователем фольклора, он был певцом. Он, говорят, имел очень хороший голос, и он очень много знал песен, он их собирал, пел, распевал, вот, собственно, об этом. В одной из автобиографий он пишет, что моими учителями в творчестве были моя мама-певунья, маму звали Софья Никифоровна, и дальше он перечисляет преподавателей Московского высшего литературно-художественного института, в том числе Брюсова, в том числе Рукавишникова и так далее. Но любимой песней мамы Герда была песня «Пор ялос, чиборвор по душе сет, со душе скажи порья, мы нам щулем сетшеек». Будет кружиться в небе пестрый ястреб. Как этот ястреб в небе кружится, так же кружится печально мое сердце. И, собственно, вот это образ кружащего в небе ястреба, парящего, да, этот образ впоследствии займет такое доминантное место в его творчестве. Здесь я перечисляю только вот 4-5 книг Герда, которые он издавал. Это книги, как бы сборники удмуртских песен. Все эти книги изданы с 20 по 27 год, то есть это лично собранные Гердом по удмуртским деревням и изданы книги. Они издавались как в Ижевске, так и в Москве. Ну вот один из этих сборников 27 года. И, собственно, одно из стихотворений, фрагмент стихотворения, я не полностью перевожу, это не переводы мои, подсрочные переводы, прошу прощения, значит, это не классические переводы, да, и здесь мы тоже видим эти традиционные образы, да, душес, парящий в небе ястреб, это красивый цветок, если бы счастье бедного народа было красивым цветком. Все достаточно вот в традиционных фольклорных образах. Собственно, еще два стихотворения Герда – это автопереводы, стихотворение «Революции», стихотворение «Удмурт». Есть оригиналы этих текстов, это переводы самого Герда. И мы видим, что левое стихотворение «Революции», 19-й год, абсолютно понятно, злободневное, в духе того времени. И мы должны понимать, что рукой Герда водила рука времени, он абсолютный человек своего времени. И он в 19 году откликается таким текстом на происходящее событие, но при этом, когда его арестовывают в 1932 году, его обвиняют в том, что он не писал ничего о революции. То есть там очень много тонкостей, нюансов, не будем тоже пока об этом говорить, но посмотрите, какие сравнения. Да? Революция – это пожар, революция – это меч, революция – это набат, революция – это солнце. И понятно, образ солнца, притом образ золотого солнца, золотое солнце встанет, следующее, есть у Герда стихотворение, тоже посвященное революции, то понятно, что солнце, да еще с эпитетом золотой, это самое высшее качество и мера, собственно, вот в традиционном таком фольклорном мировоззрении. Более того, когда в 2020 году Герд переведет впервые на удмуртский язык и издаст отдельной брошюркой биографию Ленина в 20-е годы, и эта биография будет издана в Сарапуле отдельной книжкой, Герд вроде как переводит с русского языка биографию Ленина, но он сравнивает Ленина с солнцем. То он милям зарнишум дымы согожья Ленин Черч. Понятно, что в оригинале этого нет. Никто в оригинале Ленина с солнцем не сравнивает. Но у Герда в переводе буквально целый абзац о Ленине солнце. И мы понимаем, что это, с одной стороны, вот, им вводит вот его фольклорное какое-то сознание,
с другой стороны, это осознанный ход, осознанный знак того, чтобы приблизить переводной текст для удмуртского читателя. Понимаете? Если удмуртскому читателю 20-х годов не преподнести, что Ленин солнце, то он будет разочарован, конечно, да, безусловно. И понятно, стихотворение «Удмурт» справа мы здесь видим, что все, что новое, это мой каждый мускул солнце пьет, да, все, что позитивно, это солнце, все, что вчерашнее, дореволюционное, это дикий лес, это тьма, и вот эти антонимичные образы золотого солнца и темного леса, это абсолютно тоже фольклорные образы. Но Герд не был бы великим поэтом, если бы он не был новатором. Герд не был бы гениальным поэтом, если бы он не чувствовал и время, и когда бы он не предвидел. И перед вами стихотворение 27-го года «Аэроплан». Посмотрите, это фигурное стихотворение. Это в оригинале, вот перевод, это его собственный перевод, автоперевод. И мы видим фигурный стих Герда 27-го года. Это круто. К 27-му году удмуртский литературный язык только-только обретает свой статус. К 27-му году только-только улеглись страсти о судьбе, собственно, единого удмуртского литературного языка, потому что на протяжении, начиная с 23-го года по 27-й год, шли дебаты, каким же быть удмуртскому литературному языку. Предлагали 3 удмуртского языка. Удмуртский язык для северных удмуртов, центральных и южных. И если бы мы пошли по этому пути, не дай бог, потому что и к чести Герда, Кедрамитрея и других прогрессивных удмуртов, они отстояли единый удмуртский литературный язык. И значит, Герд в 27 году создает роскошное стихотворение. Дело в том, что, с одной стороны, конечно, это увлечение, во-первых, футуристами, Маяковскими и так далее, а Герд знал Маяковского, безусловно. Герд в 22-25 годы учился здесь, в Москве, в Высшем литературно-художественном институте имени Брюсова, и он писал рефераты по Маяковскому, по Ахматовой, по Велимиру Хлебникову. Эти его рефераты найдены в архивах. Но самое главное, возможно, это такой документальный текст, потому что в 27 году, оказывается, с Ижевского аэродрома специально был какой-то совершен полет, а в 27 году, возможно, это сейчас разные точки зрения, пока точно это не доказано, возможно, Герд был как бы в курсе полета. Вот такое стихотворение. И, собственно, я один только пример привожу, таких фигурных текстов у Герда несколько, что позднее уже, вот другая цитата, это цитата, когда я занималась Флором Ивановичем Васильевым, и вот нахожу такую цитату, которую, значит, из Флора Васильева, и приводит эту беседу Анатолий Демянов, русский поэт Удмуртии, который в одно время работал в «Комсомольце Удмуртии» вместе с Флором Васильевым. Флор Васильев был редактором этой газеты. И вот Флор Васильев, значит, говорит ему: «Дорогой мой, ты ведь нашей-то удмуртской писательской кухни не знаешь, не брезгуешь ли, не за второй ли сорт держишь, младший брат то сё, а ты знаешь, что Герд венки сонетов и фигурные стихи похлеще всяких вознесенских с компанией писал». В общем, вот полная версия статьи Демянова опубликована, вот я даю вам ссылки, где она опубликована. Это очень хорошее воспоминание, можно при желании почитать. Так вот, и понятно, что Герд привнес, он был вообще революционером в удмуртской поэзии, он привнес в удмуртскую литературу
такой жанр, как триолет. Это сложная форма стиха, да, твердая форма стиха, триолет, слово французское. Классический триолет состоит из 8 строк, это форма французской поэзии. У Герда стихотворение 4 по 8 строк, я привожу первые 16 строк, но если посмотрим первые 8 строк, то триолет классический. Видим, да, что первая строка повторяется на месте 5-й строки, на месте 4-й и 7-й строки, вторая строка повторяется на месте 8-й строки, и в 8 строчках только 2 рифмы, да? А, Б, вот они перекрестные. И, собственно, писать триолеты, вообще триолеты не прижились даже на русскую почву. У нас очень мало поэтов, кто освоил этот жанр. Вот был такой Рукавишников, Иван Рукавишников, как раз преподаватель Герда в институте, и только этот Рукавишников в истории русской литературы известен 2 сборниками триолетов. Триолеты первая книга 17-й год и триолеты вторая книга 20-й год. Возможно, как раз Герд, кстати, это стихотворение перевел. В оригинале это не триолет. Я так допускаю, что он это перевел стихотворение в 22 году именно для Рукавишникова, показать, что я вот тоже хороший ученик, да. Но вот этот дух экспериментаторства и так далее, это было всегда в Герде. Позднее он напишет триолет и на удмуртском языке. Это будет состоится в 23 году. Я от Герда сразу перескакиваю, перехожу к Михаилу Петрову. Понятно, Герд был репрессирован в 1932 году, самый первый, очень рано, в 1932 году. Но он был и реабилитирован позднее всех. Он первично был первый раз в 1958, но окончательно Герд был реабилитирован только в 1977 году. Но и мы до сих пор, многие архивы Герда закрыты. Многие архивы Герда закрыты до сих пор, и, видимо, никогда, не знаю, потому что, насколько я владею информацией, вот те фонды, которые закрыты, на них наложила как бы вето секретности ближайшая родственница уже Роза Кувшинова, а Роза Кувшинова уже умерла. То есть она сказала, что это народу показывать не надо. Такова была воля последней родственницы Герда. Значит, в период, конечно, между Гердом и, например, Михаилом Петровым, дальше я буду о Красильникове говорить, были другие писатели и так далее, тоже отдельный пласт. И вот здесь сидит Виктория Чесак, правнучка писателя Петра Блинова, Петр Блинов, который погиб на фронте в 1942 году, тот Петр Блинов, который известен в удмуртской литературе как автор единственного романа «Улем-Поте жить хочется». Этот роман он издал в 1939 году и, собственно, потом вот погибает. Михаил Петров, о нем можно говорить долго, здесь какие-то произведения. Он и поэт, и драматург, и переводчик, и прозаик. Самая крупная вещь, историческая вещь, роман «Старый Мултан», «Вуж Мултан», о событиях конца XIX века, о позорном мултанском деле, процессе, когда было сфабриковано позорное мултанское дело, о якобы жертвоприношениях, о человеческих якобы жертвоприношениях среди удмуртов. Эта тема требует отдельного разговора, потому что Михаил Петров очень неординарная личность, потому что у него были страницы, когда он служил в НКВД, и у него есть сборник 27-го года, брошюрка «О жлыды шатон книга», то есть такая военная инструкция. И так далее. Но я не могу не упомянуть его при переходе уже к другому автору, Красильникову. При всех его идеологических, может быть, идеологических, как бы мы сегодня сказали, да, такой преданности большевизму и так далее, у Михаила Петрова была одна хорошая черта. Он умел
разглядывать, находить талант и им помогать. И вот эта черта не всем дана. Когда уже состоявшийся человек умеет пестовать молодого и дает ему дорогу. Вот в удмуртской литературе не так много таких талантливых вот в этом плане писателей, которые расширяли горизонты для начинающих. Михаил Петров был из их числа. И сейчас я вернусь потом к этой, и среди авторов, кого заметил Михаил Петров и который настоятельно ему помог, был Геннадий Дмитриевич Красильников. О Красильникове я чуть подробнее. Абсолютно такая титаническая масштабная фигура в удмуртской прозе. Даты жизни. И, значит, в 1952 году Красильников издает никому еще неизвестный, совершенно деревенский. Он в ту пору работал в Волнажской районной газете корреспондентом и только-только переехал в Ижевск, в газету «Советскую Удмуртия». И он издает книгу «Окшурынунал». На дворе 1952 год. Название переводится «Обыкновенный день». Это совершенно как бы не героическая проза. Это совершенно не в духе соцреализма. Это вот «Окшурынунал». Так никто не писал до Красильникова. И то есть мы понимаем, что он в этом сборнике прозы будет писать о рядовых событиях, о тех, как бы мы сказали сегодня, да, о сторителлинг, да, бы мы сказали, об истории, которая происходит вот здесь, за окном, вот там, да, но тогда же это не было литературой, тогда надо было писать о стройках пятилетки, о послевоенном возрождении хозяйства. И когда никому неизвестный молодой человек издает такую книжку, эту книжку сразу заметил Михаил Петров. И он настоятель, Михаил Петров еще был жив, он умрет в 1955 году, и он настоятель всячески стал помогать Красильнику с тем, чтобы Красильников поступил в литературный институт. И я привожу вот краткие факты биографии Красильникова. И выделяю, что в 1952-1957 годы он учился в литературном институте. Это первый удмуртский писатель, который самостоятельно, вот пришедший из деревни, поступил в этот знаменитый вуз, мой любимый вуз. И понимаю, в какие годы он учился. 1953 год – смерть Сталина, 1956 год – 20-й съезд партии. И это время, когда началась травля Пастернака, и мы понимаем, что студенты литературного института в то время жили в Переделкино. То есть общежитие у студентов находилось в Переделкино. И жив был Пастернак, живущий в Переделкино. И у Красильникова есть воспоминания, что несколько было ситуаций, когда они, студенты полуголодные, голодные, заходят в местную лавку, стоят в очереди, и вдруг туда заходит Пастернак. И никто с ним не заговаривал, он был уже в опале. И студенты расступались, и Пастернак оказался первым. И один раз, пишет Красильников, я оказался за ним, и я дышал ему в спину, пишет Красильников. И мы понимаем то, что он стоял и дышал в спину Пастернаку, мы понимаем, что это должно было в дальнейшем отразиться на его прозе. Ведь так? Вот такие встречи не проходят мимо, понимаете, потому что атмосфера формирует. И, безусловно, Красильников станет самой крупной фигурой в удмуртской прозе второй половины XX века. То есть на дворе начала 21 века, но такого прозаика, масштабно мыслящего, стилистически и по языку, очень тонко чувствующего и психологию героев и так далее, у нас до сих пор, можно сказать, в удмуртской прозе нет. Я тут возвращаюсь к цитате Домакаша и к тому, чтобы вы поняли, в чем новаторство Красильникова. Домакаш писал, это венгерский исследователь, который в 1975 году защитил докторскую диссертацию по удмуртской литературе в Будапеште. В 1975 году. Но его диссертация была на русский язык переведена только в 1993 году. В
все, что он писал, это относится к 1975 году. Но вот как раз Красильников пришел в литературу и как бы вступил в оппозицию, да, к цитате, по отношению к цитате Домакаша, потому что он не стал писать о промышленности и не стал писать о революции. Он стал писать о простых людях в удмуртской деревне. Ну вот он учился в литературном институте, и в то время, когда там учился Евтушенко, Бела Ахмадуллина, и на его курсе учился будущий Геннадий Айги, в ту пору Геннадий Лисин. И вот здесь видите цитату, что, конечно, Евтушенко не окончил ЛИТ, но в музее Красильникова, который сейчас открыт в Ижевске, есть вот эта книжка Евтушенко «Третий снег», вот с таким автографом. Красильников защитил диплом, это была повесть «Старый дом», дипломная работа литературного института. Дипломная работа была, в общем-то, принята на ура и сразу рекомендована для публикации в «Дружбе народов». Что такое журнал «Дружба народов», тех лет не буду говорить. И Красильников первый удмуртский писатель, кто был удостоен этой чести быть там опубликованным своей дипломной работой. Потом в дальнейшем выйдет отдельно в 1958 году. Притом в 1958 году отдельно выйдет на удмуртском языке и на русском языке в Москве. Переводчиком будет сам Геннадий Красильников. Он был билингвальным прозаиком. В дальнейшем он дополнит, напишет вторую часть этого произведения «Телщащка». Это пустоцвет. Обратите внимание на заглавие произведений. Да? Мы понимаем пустоцвет символично, метафорично, очень многопланово, семантически. И дальше две эти части получат название, станут диалоги Александр Кабышев по имени главного героя. Значит, за эти произведения, за московские, когда он в Москве вышла вот эта книга «Старый дом», на гонорар московской книги он купил Волгу, и он построил собственноручно дом в Алнашах. И надо сказать, алнашский период Красильников самый благоприятный и самый хороший. Он с 1957 по 1963 год, 5 лет, 6 лет жил творческим трудом. То есть на гонорар можно было купить Волгу и построить дом. И когда сегодня ругают молодежь, особенно советский строй и так далее, я всегда привожу им этот красноречивый пример, что когда бы, где вы так еще бы жили, да? То есть творческим трудом. Вообще говорят, что Красильников был, знаете, вот такой, он был крупного телосложения, тоже редкий тип для удмуртского мужчины. Он был красиво сложен. Он очень хорошо, то есть он был абсолютно двуязычный. Он был щедрый. Щедрый, и говорят, что вот в Алнашах в начале 60-х годов мало кто имел машину. У Красильникова это была вообще первая машина на селе. Так он служил в качестве, значит, скорой помощи. И эта машина служила в качестве такси, он всех встречал, привозил, увозил до станции в Можгу, ездил, да, кому не надобно. И он был очень уважаемым человеком. Значит, вот здесь он в этом доме жил сейчас, в Алнашах, это дом-музей Красильникова. Дети Красильникова безвозмездно отдали уже этот дом как бы государству, муниципалитету. Вот Красильников пишет у себя, вот это его рабочий кабинет в этом доме, там фотографии его сына, будущего доктора философских наук, видим, да, маленький сын. И вот две главные, пожалуй, в контексте удмуртской литературы книги, два произведения Красильникова. Лирическая повесть «Остаюсь с тобой», Тоненко Личко, лирическая повесть, 61 год.
это было новаторское произведение в том плане, что до Красильникова никто не строил повествование в форме первого лица, от лица молодого человека. И здесь эта повесть впервые, вот тоже гимн рядовому человеку в том плане, что молодой человек, не поступивший в столичный вуз, горестно возвращается домой в печали. И вот его монолог, который он едет в поезде, лежит на второй полке и сутки, значит, не спускается, и его внутренний монолог, с каким же лицом он вернется в деревню. Потому что он уехал поступать в Москву, потому что у него почти золотая медаль. И вот все вот жаждут. И он сейчас, это практическое возвращение блудного сына. И он не знает вот эту ситуацию, как разрешить. Но он приезжает, и понятно, идти некуда, он идет работать в колхоз. И вот здесь мы видим, что как молодой человек выстраивать свою философию жизни, что вот тот случай, когда жизнь тебя прижимает в угол, надо суметь свить там гнездо, чтобы было тепло и уютно. И молодой человек начинает выстраивать свою философию жизни, заключающуюся в том, что я вообще тружусь, и нет ничего лучше человека-труженика, потому что мой труд полезен. И, собственно, вся проза Красильникова как бы об этом. Мы сейчас со своими студентами тоже разбираем его некоторые вещи, переводим его замечательный рассказ «Кюнь мой чоже», «Три дня ожидания». Речь о том, вот в продолжении этой темы, да, когда сыновей отпускают куда-то поступать. Конюх деревни едет встречать сына на станцию. Речь о 60-х годах. 40 километров до станции. Он конюх. Он отбирает самого лучшего коня, жеребца. Зима. Телеграммы нет. Он получил письмо от сына, где сын пишет, что 23-го у меня последний экзамен, и потом на следующий день я сразу сяду в поезд. Он высчитывает в уме и думает, ну вот 24-го сядет, 25-го аккурат должен прибыть. Он едет, остановиться негде, у кого-то у знакомых, а ему говорят, 3 московских поезда проезжает, 2 товарных и 1 там чего-то. Один поезд стоит там 3 минуты, другие там по 7. И он встречает, провожает все поезда, 3 дня сын не едет. И мы видим вот это внутреннее метание. Его уже все знают, его знает начальник поезда, директор, дежурный по станции. И все пытаются помочь старику, ну а сын не едет. Сено закончилось для лошади, да и сам он уже все свои запасы, которые принес в котомке, съел. И вот это внутреннее метание этого старика никто до Красильникова не писал. 60-е годы мы полетели в космос, понимаете? Мы должны писать о научно-техническом прогрессе или о становлении, да, колхозне и так далее. Вот мы должны писать о производственных отношениях. Вот в этом было новаторство. Мы понимаем, откуда это. Это же совершенно хемингуэевский, правда? Вот такой психологизм и такой контекст и подтекст. И открытые финалы. Мы не знаем. В итоге последний уже 3-й день на эту станцию с поезда сходит молодой человек, парень. Он ринулся, но не его сын. Он думает, дай-ка, ну, ему тоже, они разговорились, ему тоже в эту сторону, в ту же деревню, ну, в другую деревню, но через его. Он говорит, ну, чем я один поеду, доброе дело сделаю, посадил он этого мальчика. И он спрашивает, ты в Москве учишься? Да, в Москве. Ты моего сына там знаешь? Он говорит. Мальчик говорит, а как его зовут? Нет, не знаю. Дед говорит, ну как ты его не знаешь? И ты из этой деревни в Москве учишься, а он из деревни в Москве учится. Как вы друг друга не знаете? И вот длится этот диалог бесконечный. Пурга метет, это все холодно. Он снимает уже себя тулуп, укутывает этого мальчика. Они едут дальше. А потом мальчик начинает понимать и говорит, ну подскажите, как он, ваш сын-то, выглядит? Он снова... И мальчик начинает подыгрывать деду, говорит, а, да, вот вспомнил, конечно, знаю, да все нормально у него. Да, вот волосы там, глаза. В итоге
под конец дед думает, все странно, все вроде сходится, но мой-то сын голубоглазый, а он все про карие глаза. Мой-то сын светлый, а он все про черные глаза, думает дед. И на том заканчивается рассказ, да? И мы понимаем, финал открытый. Сколько вариантов может быть, что с этим мальчиком? Может, он вообще не поступил, не приехал, да? Может, он вообще не сдал экзамен, может быть, вообще, понимаете, сколько, да, этих, может быть, продолжение этих историй. И такие же, конечно, такие же психологизмы, такие контексты, подтексты, открытый финал в романе Арлен Куцконес «Начало года», 65-й год. Это первый роман о становлении, это роман о сельской интеллигенции. Сюжет развивается в больнице, в сельской больнице. И, собственно, если говорить о новаторстве, конечно, это очень мощный контекст в прозе Красильникова. Это очень большая роль художественной детали, психологизм, полифония, открытый финал и автобиографические ноты. Во многих произведениях Красильникова мы видим автобиографические факты, а факты удивительны. Например, его отца раскулачили в начале 30-х годов. Это была достаточно зажиточная семья, но отец из удмуртской глубинки, из удмуртской деревни, малограмотный отец, поехал в Москву, попал к самому Калинину и добился пересмотра документов, и вернулся из Москвы другими документами, его восстановили в правах колхозника. Вот какие-то вот эти, даже этот факт биографии входит, отражен очень пунктирно вот в романе Арлен Куцконес. И другие, на самом деле, Геннадия Красильникова изначально назвали Германом. Он был не согласен с этим именем, восстал, потом поменял и стал Геннадием. Этот факт тоже находит отражение в его произведении. Много других. Тут я вот два, значит, Красильниковы, отец и сын, не могу вот все-таки не остановиться, что сын, который рожден был в 1954 году, он кандидат филологических, доктор философских наук, к сожалению, тоже рано ушел из жизни, очень яркая была личность, была я лично с ним знакома, и, конечно, это отдельная тема, вообще как бы такой порода Красильниковых, и я сейчас думаю, что вообще настало уже время написать такое генеалогическое древо. У нас редкий тип вот таких, скажем, писателей, которые имеют, ну, не то что династию, да, но когда дети продолжают дело отцов и делают это вполне успешно. Значит, здесь Геннадий Красильников, работы народного художника Удмуртии Петра Ёлкина. Здесь я перечисляю фамилии удмуртских писателей, которые подхватили новаторство Красильникова в прозе. То есть в плане психологизма, лирической тональности и так далее. Я подробнее остановлюсь на творчестве последнего автора Вячеслава Сергеева, или его псевдоним Вячеслав Ар. Серги, 1962 года рождения. Я служу литературе, озаглавил он одно из интервью, и, наверное, это лучше всего передает его писательское кредо. На сегодня Вячеслав Ар. Серги – это писатель-публицист, это писатель-культуртрегер, это самая, пожалуй, раскрученная медийная персона среди современных удмуртских авторов. И человек, который тоже каким-то образом, для меня непонятно, совершенно непостижимо, умеет жить писательским трудом. То есть это редчайшее явление. Еще, по-моему, Флабер говорил, что писательским трудом можно прокормить только воробья. Ну, собственно, у нас мало, по пальцам можно пересчитать, кто может это вообще жить на гонорары. Вячеслав Ар. Серги, вот
последние уже, по-моему, лет 10. Конечно, это требует определенных усилий, но он такой, знаете, вот писатель, публицист в хорошем значении этого слова, страстный, по-доброму злой, как я говорю, острый, реагирующий на все, что витает в воздухе, но при этом очень трудоспособный. Он автор более 40 книг прозы, поэзии, написанных на 2 языках. Значит, его первая книга «Джид Куараос», как раз переводом этой книги я поступала в литературный институт в 1986 году. И вот одна из последних книг 2016 года «Джид Куараос» – это «Вечерние голоса» на Каме-реке. Но вот целая жизнь между этими сборниками, но не приятно то, что Ар Сергей остается верен своей теме. И он взял вот Красильникова вот эту ноту лирическую, ноту Хемингуэя. Кстати, я так думаю, что вот вообще проза Хемингуэя изначально она пришла к русскому читателю в 50-е годы. В 59 году, по-моему, впервые был 3-томник Хемингуэя издан в переводе Кашкина. Ну, это были отдельные там маленькие книжки, а 3-томник, по-моему, 59 год, Кашкин и компания там переводили. И я думаю, что вот позднее вот этот психологизм Красильникова, конечно, на психологизме Хемингуэя, безусловно. Но вот через Красильникова мы это чувствуем и в прозе Вячеслава Ар-Серги, потому что он тоже пишет совершенно вроде бы, во-первых, это мастер короткого рассказа, мастер новеллы. Вообще писать коротко надо иметь определенный талант. Надо иметь определенный талант, потому что, ну, не случайно это чеховское расхожее, да, лаконизм, сестра там таланта и так далее. Но Вячеславу Ар-Серги, как никому другому это удается. Он может на 2 страницах написать такую лаконичную как бы новеллу, как бы ни о чем. Такой как бы вроде пустяк. Телефон Дурен. У телефона, да, то, когда герой стоит и слышит разговор, ну, речь идет о 80-х годах, когда девушка разговаривает по телефону. А он следующий, он через стекло слышит вот этот разговор. Девушка рыдает, и он понимает, и вот этот монолог, просто диалог и внутренние реплики вот героя слышащего. Он невольный свидетель, он ничего не может, он не может ни помочь, ни вмешаться, ничего, он сторонний наблюдатель. Вот это такой срез, да, вот этой ситуации, фотография, словесная фотография. А девушка рыдает и плачет, и понятно, что девушка звонит возлюбленному, и у девушки проблемы, девушке надо решить, идти в медицинское учреждение или не идти. А молодой человек, видимо, гонит ее там куда подальше, он кричит. Вот такая сцена. Мы понимаем, что в свое время это очень было актуально для Хемингуэя, «Белые слоны», помните, рассказ и так далее. Но не надо думать, что это такая какая-то слепое копирование, безусловно. Роскошный удмуртский литературный язык у Вячеслава Серги, тот язык, который мы сегодня уже утрачиваем. И другие такие рассказы, Палыч Поскон, ну, ряд других. И вот я сейчас привожу фрагмент его одного из последних рассказов «Нить Синис». Пока читаете, да, это только фрагмент начала. Великовозрастный сын, великовозрастный, по тексту лет 40, по тексту он холост, бездетный, какой-то неприкаянный, неудачник, да, по большому счету. И вот он сидит с опущенными плечами в больнице рядом с умирающей мамой. Мы не видим его лица, мы видим его только со спины сутулые плечи. И мы слышим только как внутренний, слышим монолог, речь мамы.
Но я Ар-Сергей говорю, вот я бы это не рассказ, конечно, не снился, а рассказ, конечно, бы рассказ о боли мужчины, потому что вроде по сюжету речь о маме, но рассказ не о маме, а о мужчине 40 лет, который беспомощен в этой ситуации, потому что ему некуда везти умирающую маму. А по удмуртским традициям умереть в больнице, в казенном доме, вот больше трагедии нет, понимаете? И поэтому, когда мы читаем, да, вздохи, выдохи, хриплые, она говорит, сделать гроб не как лодочку, домовину, да, сделать гроб не как лодочку, легкую, сухую, без сучков. Вот сделать гроб как лодочку, легкую, сухую, без сучков, это самое большое благо, да, и по деревенской удмуртской традиции, конечно, никто никогда никого не хоронял в купленном гробу. Это вообще считалось позором, да, и всегда по традиции мужчины готовили доски сухие, без сучков, легкие, и они хранились на чердаке, готовили для себя и для жены и так далее. Это была честь, вообще, за честь мужчине, да, то есть, и я вот прочитывая вот одну эту строчку, я понимаю, сколько там такой традиционной информации, что гроб как лодочка, чтобы по этой лодочке по реке жизни да вниз, и по реке жизни река – это всегда загробный мир в удмуртском фольклоре, да, и как раз река – загробный мир, а все, что за рекой – это потусторонний мир, и у нас все, что в удмуртской мифологии, все трагически и так далее, связано с рекой, правда, и все вот, и очень много вот в этом фрагменте, будто бревна падали на его спину, слова матери. Почему? Потому что, да, этому мужчине, он-то сын своей матери, он из этой вот локальной, традиционной общины, он это все понимает, трагизм ситуации, но ничего не может сделать. Кроме того, что Ар-Сергей, собственно, писатель, он автор многих известных проектов, вот, собственно, проект «Отдаленные родники» и «Ближние родники», где он выпустил очень много книг о забытых удмуртских просветителях или авторах 20-х годов. Вот эти библиотеки напоминают нам библиотеки Огонька, да? Кто старше поколения, по аналогии, совершенно тонюсенькие такие дешевые книжки, но посмотрите, сколько он успел сделать этих очерков. И, конечно, вот это колоссальный труд, и я просто низко кланяюсь писателю за то, что он потратил столько много времени, создавая вот эти очерки короткие. Это для студентов кладезь и для всех будущих читателей. Он очень яркий публицист и регулярно печатается, например, в литературной газете. И в свое время, в 2016 году, он выпустил удивительную, очень резонансную, очень едкую статью «Как трудно быть удмуртским писателем». Я фрагменты только привожу очень коротко, да. Речь идет не о Николае Некрасове, а о Викторе Некрасове, о том Некрасове, который написал в 1944 году повесть «4 года в окопах», но, понятно, повесть не была опубликована в то время, потому что так называемая окопная проза, правдивая проза, да, она была, в общем-то, в ту пору, в 40-е годы, неугодна. Война рисовалась очень мажорно, понятно, вот здесь враг, а здесь не враг, все должно быть расставлено четко, да, а то, что в окопах своя война, да, так называемая еще лейтенантская проза, это все придет в литературу позднее. Это тоже фрагменты из этой же статьи. То же самое. Вячеслав Сергей самый, в общем-то, переводимый автор, он много его произведений переводится, но и сам он много переводит. Он владеет башкирским и татарским языками в совершенстве практически, и очень много переводит татарских, башкирских авторов на удмуртский язык. В частности,
Габдулла Тукай, классик татарской литературы, был переведен отдельными стихотворениями лишь в 50-е годы, переводил Гайсабитов, и с той поры не переводился. И вот отдельный томик Габдуллы Тукая на удмуртском языке лет 10 назад вышел в переводах Ар-Серги. Здесь перевод его романа на чешском языке. Роман вышел в Праге в 2017 году. Ранее этот же роман был издан в Венгрии на венгерском языке. Надо сказать, да, не так много удмуртских авторов издается за рубежом. И, кстати сказать, первым, кто был отдельной книгой издан за рубежом, как раз был Красильников. В 1973 году его «Вужюрт» был издан тоже на чешском языке в Праге в 1973 году. И вот это уже почти через столько лет уже другие примеры. И я как бы завершаю прозой и перехожу плавно на поэзию. И перед вами картина Ёлкина «Слушая голос поэта». Речь идет, картина написана в начале 80-х годов, «Слушая голос поэта». Речь идет о том, что как будто на дворе 78-й год, портрет Флора Васильева и вот его друзья, узкий круг в трауре по случаю трагической его гибели. Все лица узнаваемые. Сидит с рыжей шевелюрой Кузьма Иванович Куликов, ныне здравствующий доктор исторических наук, стоит, и мы видим его профиль, мой любимый Александр Григорьевич Шкляев, молодой, дерзкий. В центре стоит сын погибшего на фронте удмуртского писателя Филиппа Кедрова, его сын Юрий Филиппович Кедров, в ту пору председатель гостелерадиокомпании «Удмуртия». Сейчас он, слава богу, жив, проживает в Ленинграде, в Санкт-Петербурге. Сидит сам Петр Ёлкин, народный художник Удмуртии. И на переднем плане слева этнограф, доктор исторических наук Владимир Емельянович Владыкин. Ну вот когорта, да, что не личность, то просто что не человек, то легендарная личность. Флор Васильев. Очень коротко, мы здесь год назад говорили о Флоре Васильеве, была целая отдельная лекция, 1,5 часа я говорила о нем. Он в целом изменил поэтический климат. Если новаторство в прозу привнес Красильников, то в послевоенную поэзию новое дыхание привнес Флор Васильев, безусловно. И он отошел от декларативно-риторической поэзии, он отошел от песенной поэзии, он отошел от описательной просто поэзии. И, конечно, он фольклорен, но фольклор для него, его отношение к фольклору абсолютно осознанно литературное. Фольклор для него строительный материал для своего как бы миросозерцания. И, конечно, он первый привнес в удмуртскую литературу другие формы стиха, поменял версификацию, он стал писать верлибры. Перед вами один из его верлибров 1971 года. Его сборник 1971 года «Гажандыр» почти на 80% состоит из верлибров, то есть он отходит от традиционного как бы стихосложения. Дальше он совершенно меняет лирическую ноту в удмуртской поэзии. И если всегда в поэзии доминирует любовь, это у всех народов, это вечная вот мета-тема, то традиционно любовный сюжет в удмуртской лирике как бы решался в традиционных образах. Да? Красота девушки – это черные брови, это алые губы, это брови в разлет, как ласточки. Да? Мы здесь видим другую красоту, и другой портрет, и другую женщину, правда? И как раз из стихотворения 1962 года. Для 1962 года это было совершенно революционное стихотворение.
Или же следующее стихотворение 65-го года. Это подстрочный перевод. «Женщине хочется любить, нет, не так, как мужа. Тайно хочется любить молодого парня или мужчину, если не найдется помоложе» и так далее. Как? Не писали так у нас в 65-м году, потому что все очень было пока консервативно, пока все было тоже в традиционных. И Флор Васильев вот создает впервые такую камерную, интимную лирику. Я где-то читала сейчас в недрах интернета о том, что в 50-е годы удмуртская литература, удмуртская поэзия меняется и становится интимной, и интимные стихи, и там совершенно какие-то другие фамилии. Нет, я абсолютно с этим не согласна. Вот камерность в такой в любовной лирике все-таки принадлежит Флору Васильеву, и это не сразу после войны, это 60-е и 70-е годы. Флора Васильева как бы продолжает Михаил Федотов. Такое ощущение, что Михаил Федотов как бы перенял эстафетную палочку от Флора Васильева. Но он перенял это вот почему. Они были рождены, то есть Федотов позиционировал себя учеником Флора Васильева, их поэтический генезис имеет много общего. География рождения, они оба родились в Ярском районе Удмуртии. И надо признать, что в основном все писатели, поэты Удмуртии выходцы из южных районов или центральных. Ярский северный район вот дал миру двух крупных поэтов – Флора Васильева и Михаила Федотова. И поэтому их поэзия узнаваема, поскольку там доминируют такие верования, традиции, образы северных удмуртов, а в частности Михаил Федотов позиционировал себя первым бессермянским еще поэтом. И, собственно, «Киньос бежило вирьосин, кытыч мудачий бессерман», да, «Кто бегает в моей крови», откуда я такой бессермянин. И вот это поиск первоистоков, уход в первозданность, вообще мотив ухода, в начале ухода из города в деревню, на лоно древней природы, потом мотив ухода из этой реальной жизни в загробный мир и в позднее его творчество. А мы понимаем, что он прожил очень коротко. Это мистическая цифра 37. Но при этом, начиная вот с 30 лет, он очень много пишет на тему смерти. И стихотворение он буквально описывает уйбертон, бред, он описывает свои похороны. Сборники произведений «Таги еще сберто», значит, 86-й год, «Берекет», желаю как бы счастья, здравия, да, бессермянское слово, сборник 88-го года, и последний прижизненный сборник «Вещь». «Вещь» переводится, это слово «амоним», переводится как «боль» и переводится как «моление», слово «амоним». И мы понимаем, что когда семантически многозначное слово, уже название сборника, это тоже что-то новое было для удмуртской поэзии. Как правило, такой амонимии, многозначности пока пожалуй, до Федотова и не было. Потом это подхватит Сергей Матвеев. И, конечно, короткий жизненный путь, короткое творчество Федотова можно разделить на две части. Начальная, ранняя стадия – это такая мажорная, позитивная, светлая поэзия. И последние лет, наверное, 6-7 – это поэзия большой печали, такой поэзия минорной тональности. Стихотворение, одно из моих любимых стихотворений в переводе Емельянова. И перевод неплохой, но уже оригинал – это просто песня, это лучшее, это вообще золотое стихотворение на удмуртском языке. Это тот случай, когда для лирического героя местом
последнего приюта является отчий дом в глухой деревне, поскольку мир холоден и грешен, такой же, как и я. И это поиск самого себя, это уход в глубины своей души, безусловно. Другое стихотворение в переводе Емельянова. И, конечно, оппозиция города и деревни в поэзии Федотова обострена донельзя. И, конечно, при этой оппозиции, при этой антонимии город изначально со знаком минус, деревня изначально со знаком плюс. Тоже из этой же серии, и, собственно, как бы колыбелью в поэтическом мироощущении Федотова является, опять-таки, отчий угловатый бревенчатый дом. О Федотове надо говорить отдельно, много, он этого заслуживает, и более того, он незаслуженно подзабыт. Вот он вообще нуждается в продвижении. И я думаю, новое поколение и студентов, и читателей должны вот этим заняться, изучением творчества Федотова. Некоторые исследователи причисляют Федотова к такому явлению, как этнофутуризм. Я здесь очень коротко какую-то справку даю историческую, что такое этнофутуризм. Это явление, культурное явление, оно образовалось в середине 80-х годов в Эстонии и очень прижилось на удмуртскую почву. Почему, я пытаюсь объяснить двумя причинами. Действительно, даже в 1998 году в Ижевске состоялась вторая конференция. И не случайно, не в каком-либо другом финно-угорском регионе, а у нас. И я вижу вот две причины. Не буду сейчас перечислять. Но самое интересное, на мой взгляд, это мое личное мнение. Вообще об этнофутуризме сейчас много написано. Самым таким ярым поклонником этого направления является Виктор Леонидович Шибанов, поэт, культуртрегер, ученый. Он ведет разные полемики. Я долгое время как бы наблюдала за всем этим. Но и когда все-таки Михаила Федотова причисляют к этнофутуризму, а что это такое? Вот Шибанов объясняет, его цитата: это передача нового содержания в архаической форме или передача архаического содержания в новой форме, то финский исследователь Салама пишет, что это природосообразность мироустройства этноса, это идея вечного возвращения к своим истокам. То есть, исходя из таких концепций, понятно, что вроде как Михаил Федотов вписывается в эту концепцию, но зная самого поэта, а я его знала лично, и зная его вообще такую бунтарскую душу и так далее, он не желал бы ходить в шеренге с какими-то этнофутуристами. Он был слишком одинокий волк, он был слишком степной волк, чтобы себя к чему-то вообще причислять. Поэтому лично я, это мое субъективное мнение, я бы не стала его никуда дергать, потому что он абсолютно самобытный, он ни на кого не похожий. И по страстности письма, по страстности художественного сознания я бы все-таки Федотова, может быть, сравнила с Гердом. Но вот между Гердом и Федотовым как проводник, как некий вот медиум стоит Флор Васильев, безусловно. И более того, здесь я привожу, значит, две строчки из стихотворения Федотова «Герд», где он заканчивает, есть у него стихотворение посвящения Герд, где он заканчивает «И безыно асперчичка Герд, у кота гердячки из Юанпуст». Расстреляли, но не развязался узел. Герд в переводе с удмуртского «узел». Расстреляли, но не развязался узел. Еще туже завязался вопросительный знак. И вот над такими
социально острыми политическими вопросами редко кто вообще задумывается из поэтов. Вот как раз масштаб поэта определяется вот этими вопросительными знаками. И, на мой взгляд, как раз вот я пишу, что если современные удмуртские поэты в лице Федотова так страстно размышляют о судьбе своего этноса, то это, в общем-то, бросок в будущее, но бросок с возвратом опыта прошлого, попытка развязывания вопросительного знака времени, поколения культур. Собственно, то, чем должен заниматься настоящий поэт. Понятно, Федотов уходит рано, в 37 лет, но как бы это печально ни звучало, я уверена в том, что его смерть была в определенной мере закономерной, если исходить из концепции и цитаты Тынянова. Тынянов писал об этом по отношению к Блоку, и я уверена, что Федотов – это его уход – это гибель поколения последних удмуртских поэтов советской поры. Но умер живым, вот без перепроизводства мертвых текстов, еще один поэт Эрик Батуев. И я не могу не сказать о нем. Обратите внимание, тоже, если Федотов 37 лет, то Эрик Батуев 33 года. И вот это вечный вопрос, меня тревожащий, меня волнующий, да, вопрос риторический, почему так рано уходит настоящий поэт? Но с другой стороны, я опять-таки задаю вопрос, что, ну, в смысле, мы не можем представить 80-летнего Пушкина, Лермонтова и так далее, да, и, собственно, если бы они дожили до 80 лет, возможно, не были бы Пушкиными, Лермонтовыми и так далее, это вечный культурологический вопрос. Эрик Батуев, самородок, абсолютный самородок, поэт, прозаик, журналист. Притом, где он был, на какой стезе он был круче, сложно сказать, потому что он, начиная со студенческих лет факультета журналистики МГУ, работал в «Аргументах и фактах». В тех «Аргументах и фактах», когда тираж газеты был 3 миллиона экземпляров. Он позиционировал себя военным журналистом, корреспондентом, побывал практически во всех горячих точках 90-х годов, обошел, наверное, полпланеты за вот свою молодую жизнь. Он был вообще жадный, он был жадный до информации, он был жадный до интересных людей, он был жадный до всего. Он был двуязычный абсолютно, и при желании он мог писать только на русском языке. Но его удмуртскоязычные тексты изумительны. Это не мед, это мед в сотах. И я когда начала читать его сборник 95-го года с его автографом, сборник «Голик», я, окончившая литературный институт, 8 лет прожившая в Москве, я это прочитала, и у меня мурашки по коже. Я думаю, как так? По-удмуртски вот так? Я не была готова. Вы представляете, как восприняли этот сборник в 95-м году, в общем-то, такая массовая удмуртская аудитория. Потому что Голик, это, конечно, это уже эпатажно, это вызов. Голик, он очень скромно здесь переводит, якобы и пишет обнаженность. Но мы-то понимаем, что это больше, чем обнаженность. Это французское «ню», если хотите, да, то есть, и это очень смело, это очень, это очень... Значит, и сборник начинается вот с этого стихотворения. Притом я версификацию сохраняю, да, я сохраняю графику, и мы понимаем, что приходит новая поэзия в удмуртскую литературу, поэзия уже постсоветская, 95-й год. Но надо сказать, что читатель в массе своей не был готов к восприятию вот таких текстов. И я сейчас думаю, вот если бы был жив Эрик Батуев сегодня, как бы мы к нему относились, как бы мы его оценивали в литературе. И очень парадоксальные вещи происходят. Вот он ушел, и вот мы его приподняли, да? Вот человек
поэты, крупные поэты, видимо, себя должны принести в жертву, вот некая жертвенность, чтобы их слово дошло до нашего сердца. Очень вещи интересные в плане вот, психологии творчества, культурологии и так далее. И, собственно, я привожу цитату из Чупринина. Собственно, мы переходим уже к таким прямо ярким проявлением модернизма, потому что Эрик Батуев был первый удмуртский поэт, который себя провозгласил постмодернистом. Он именно об этом пишет во втором вот красном сборнике, в аннотации к красному сборнику он пишет «Я постмодернист». Вот ни мало, ни много. Он вот таким образом как бы вызывает огонь на себя. То есть это, конечно, было эпатажно. И, собственно, что под этим подразумевается? Мне из цитаты Чупринина важно, что это интерес к разного рода безднам и тайнам. Это интерес как бы к беззапретности этих тем в творчестве. И как раз об этом впервые очень достойно и ярко на удмуртском языке стал писать Эрик Батуев. Конечно, раньше всех, собственно, вот такие модерновые вещи в литературе еще в 60-е годы, да, принес Евтушенко. Здесь фрагмент стихотворения Евтушенко «Пролог», фрагмент «Я разный». Вот все это, то, что пишет Евтушенко, для русской литературы, для русского контекста было актуально в 60-е годы. Для нас это стало актуально и востребовано в 90-е годы. И вот об этом Эрик Батуев и чуть позднее об этом начинает писать Сергей Матвеев. Но надо сказать, что Батуев разный. Когда мы читаем левый текст, я не сделала подстрочник, но я умиляюсь вот его такой, знаете, созидательности, наблюдательности, деревенской их реалии. Сегодня холодно, солнце обманчиво, очень весело скрипит как бы снег. Вот снег издает джукыр, доре, иду домой. Я возвращаюсь издалека, кынми, замерз. Кто-то, что делает? Кто делает? Когда свинью режут и... Полить, вот слово полить. Что делают кто-то? Палят, в общем, палит. Есть палит глагол. Кто-то палит, в общем, зарезанную свинью. Ошибка моя, валский ческыдзынос, да, распространяется такой приятный запах детства, воспоминания. Но шанаем мунчвесте, а мама моя топит баню. Бугыр потеченыз, и вот бугыр потеченыз, это звукоподражатели местоимения. Джукыр скрипит снег, и бугыр по трубе клубится дым. Посмотри, какая миниатюра, да, милая, деревенская, абсолютно. Ну, в общем, это можно было писать в 60-е, 70-е, 80-е, вечная картинка, воспоминание детства, милое сердцу. Но при этом рядом с такими текстами очень много стихотворений посвящений, да, и мы видим, он разный. Когда я не случайно привела стихотворение Евтушенко, да, «Я разный», мы видим вот эту разность мировосприятия, разность версификации, разность стилистической тональности текста. Вот эта мозаика, эта сколочность, это все в творчестве Эрика Батуева. И осознанное заигрывание с читательской публикой, да? Воспринимайте меня и такого, и воспринимайте меня вот с такими текстами. Он привнес в удмуртскую поэзию минимализм.
Потом этот минимализм подхватит опять-таки Сергей Матвеев, который станет хокку писать. И в одной из книг Сергея Матвеева, вот потом я скажу, вот в этой книге есть целый раздел под названием хокку. И в последнее время он очень много упражняется в этом жанре. Ну вот впервые вот такие миниатюры, маленькие миниатюры привнес в поэзию. И Батуев расширил тематически и образно географию, удмуртскую поэтическую географию. Он впервые принес в удмуртскую литературу кавказскую тему. Никто до Эрика Батуева не писал по-удмуртски на темы Кавказа. Это, конечно, связано, это имеет субъективную основу, связано с его командировками на Кавказ, и у него есть целый цикл стихотворений «Чечен Суредьос», чеченский картин, куда входит 9 текстов, и, конечно, вот дискурс этих текстов требует отдельного разговора и отдельного анализа. И последний поэт, о котором я сегодня хочу очень лаконично рассказать, это Сергей Матвеев, слава Богу, жив. Слава Богу, живой. Поэт, прозаик, переводчик, автор 6 поэтических и 4 прозаических книг. Вот у меня его одна из последних книг. Ну, в общем, если Эрик Батуев себя провозгласил постмодернистом, то Матвеев молчит, он просто пишет, он не дает интервью, он не публичный человек, он достаточно закрытый, но по природе творчества, по ткани, по художественному сознанию он однозначно модерновый автор. Вот его книги, первый сборник 91 года «Мылкыд. Настроение», второй поэтический сборник 94 года «Лул. Душа». И мы видим, что то есть его лирический герой, вот его природа, да, его место бытования, значит, колеблется на чашах весов, настроение, душа. Следующий сборник «Чурыт-Пус», вопросительный знак. Ой, твердый знак, прошу прощения, да, твердый знак. Ну, не все тут произведения, и вернусь дальше. В 95 году он издает роман «Шужи», «Дурачок», если «Дурачок», и такое как бы жанровое уточнение, роман «Зулен», роман «Болтовня». Ну, понятно, если в 95 году Эрик Батуев со сборником «Голик», ну, в общем, наделал шуму, да, в удмуртском пространстве, то Матвеев со своим романом «Шужи, дурачок» то же самое, потому что это такая, знаете, якобы игра, это такая ролевая игра, ролевой как бы роман, что вот я такой герой, вот дурачок, и поскольку вот у меня вот такая маска, такая роль, я могу проделать все, что хочу, да, и с кем хочу и что я хочу. И вот такое какое-то жизнеописание молодого человека, подростка, превращающегося в мужа, подростка, превращающегося в мужчину. Очень откровенно эротично. И понятно, что очень много было резкой критики на это произведение от поколения старших литературоведов, от поколения старших читателей. Но я, честно говоря, думала, что Сергей Матвеев не выдержит всего этого пресса. Он не только не выдержал, он продолжил писать в этом русле. И вот здесь мы видим у него «Эмеш Гуреш», «Малиновая гора». Это как бы продолжение, значит, вот этого романа «Шужи», но уже герой в иной возрастной категории. Значит, главное, я здесь привожу его стихотворение «Твердый знак». Справа переводы Владимира Емельянова. Вот это стихотворение «Кредо» Сергея Матвеева. Его герой-одиночка,
И, собственно, он принес в поэзию вот новый тип, когда эгоцентричный герой воспринимается как положительный герой. Да? До Матвеева такого героя в литературе не было. То есть не было такого эгоцентризма в таком масштабе. Притом одиночество он лелеет, одиночество он холит, одиночеством он упивается. И притом мы понимаем, что одиночество как, собственно, метафора поэзии, да? Одиночество как метафора поэтической судьбы. И продолжение текста. И, в общем-то, это удивительный тип и героя, и автора, потому что герой во многом автобиографичен. И он, то есть вот как бы это осознанно такая поэтическая судьба. Последний сборник поэтический «Инчерпорт Мачканьос», «Космические мистерии» он переводит. Здесь, кроме того, что есть вот новый раздел Хокку, здесь есть раздел, посвященный Парижу. И то, как я сказала, Эрик Батуев привнес в удмуртскую литературу новую тему, расширив географию, стал писать об Италии, о Кавказе и так далее, то Матвеев очень много писал, вот в этом сборнике пишет о Париже. Притом есть конкретный цикл парижских стихотворений, но и, как Арзамасов утверждает, в поэтическом творчестве автора проявляется стремление быть или стать первым удмуртским европейцем. И я тут не могу не согласиться с исследователем, потому что эту поэзию можно однозначно анализировать и исследовать только в русле или в контексте, или инструментарием интертекстуальности. И вот это интертекстуальный дискурс, конечно, здесь зашкаливает. И порой кажется, что автор нас специально заводит в эти культурологические, литературные всевозможные лабиринты и тупики, чтобы окончательно нас запутать или свести с ума. И он так все время заигрывает с читателем, что до какой же глубины читатель может нырнуть в мои тексты. И, собственно, с этой точки зрения он усложняет не только содержание, скажем так, но и усложняет форму своих произведений. Например, вот его последний роман «Кышномурт Саюлын». Я не смогла найти обложку. Роман «Кышномурт Саюлын» в тени женщины. Роман, состоящий из отдельных рассказов. Я пытаюсь второй год прочитать и осилить, но не могу, потому что я понимаю, что вроде как по-удмуртски все написано, но вроде как это перевод на удмуртский, вроде как это перевод с французского на удмуртский, понимаете? И у меня все время такое ощущение, что передо мной француженка в удмуртском платье. И я пока не могу объективно отнестись вот к этой модели, которую я вижу. Как мне оценить эту француженку в удмуртском платье? То есть это просто модно, это просто тренд, или в этом есть что-то, какая-то фишка, какая-то изюминка. И я пока не могу найти инструментарий для анализа его последнего романа. Ну и просто для примера его Хокку, чем он очень сейчас увлекается, и можно зайти на его страницу, значит, в интернете, да, и каждый день он пачками выкладывает вот такого рода текста. Это вот его такая, ну, что это такое, хобби, хокку-хобби, да. Ну и в завершении я просто кланяюсь Матвееву, и ему не устаю говорить, что он лучший переводчик, современный лучший переводчик на удмуртский язык. Я недавно с ним общалась, он сказал, у него более 3000 переводных текстов поэтических, более 3000. Это все, конечно, не исследовано, это все пока не собрано, это все разрознено и так далее. Но у него есть вершинно, просто гениальные переводные тексты, и одним из таких текстов, мне кажется, вот перевод
стихотворения, очень сложного стихотворения Пушкина «Нет, я не дорожу мятежным наслаждением». Я даже студентам говорю, вы только задумайтесь, как вы первую строчку переведете на удмуртский, да? Но когда я читаю этот текст в переводе на удмуртский, я просто, знаете, вот, то есть качество лучшего перевода, когда мои впечатления от прочитанного оригинала и перевода совпадают, то есть на чувственном, эмоциональном, интеллектуальном уровне, значит, перевод хороший. И перевод на удмуртский язык просто замечательный, он гениальный. «Эвел, мыным дунавел, джирдыт суцкон, шужи мыса пэш мугорезым дурёс тышадон, куке быдез вылтырёс мека ен котыр яса, егет нылаш барды ажам шерек яса, быдез лякиш кыса шуштул мугорыныз, содырдыте берпум вачедрек тонез, о кычет он мусо, аслад востеменыд, о, кычеше кыт шуттан шот ишкод мыным, куке шот ишкыса жырдыт ващамелы, тон кужма шкода стененек, салкым тылын, киосылы коленгине уштишки шкод, кежит, асте вужмат ишкод, нож соберени шуна шкод, пумен, тон беря шкод, но ю ишкод, сут иштылме. Ведь гениально. Это просто песня. Поэтому здесь 3000 переводных текстов поэтических. И притом вот я не сомневаюсь, что каждый из этих текстов просто шедевральный, поэтому можно было привести в качестве примера Тютчева, Фета, Бунина, Бунин гениально переведен и так далее, но у нас нет на это времени, и я, пожалуй, на этом буду закругляться и завершать, и время мое истекает. И в завершении я хочу сказать, что удмуртская литература 20 века, она занимает прочное свое самобытное звено в ряду других финно-угорских литератур региона, в ряду других литератур народов России. И, безусловно, в истории удмуртской литературы 20 века есть трагические страницы, связанные с репрессиями, с войнами, с ранним уходом писателей. Но, безусловно, есть очень крупные, яркие имена, которые оставили заметный след в истории этноса. И, конечно, когда мы говорим о том, что есть заимствования, есть реминисценции и так далее, я всегда привожу Мандельштама, что настоящий поэт не боится повторения и легко пьянеет классическим вином. И, во-вторых, когда мы говорим о том, что сейчас нет никаких границ, и по утверждению того же Мандельштама, хотя он писал о литературе 20-х годов, то можно, ничего нет невозможного, все доступно, все лабиринты, все тайники, все заповедные ходы. И в этих условиях, конечно, очень велик соблазн потерять свое лицо, потерять потерять свою естественность, идентичность и так далее. Вопрос идентичности так остро, как сейчас, никогда не стояли, но я преклоняюсь авторам удмуртским, потому что они сумели в конце 20 века, в начале 21 века сохранить тот образно-словесный чернозем, который достался им по наследству. И в творчестве самых лучших удмуртских авторов мы видим, как традиционность сочетается с новаторским. И мы говорим, что крупные удмуртские авторы сейчас владеют той мерой свободы, которая не может препятствовать ни желанию авторам следовать той или иной этнокультурной или литературной традиции, ни желанию разрушить ее. Спасибо за внимание. В принципе, у нас есть время задать вопросы Вере Григорьевне, пожалуйста. Если есть вопросы по выступлению. Давайте. Хотите микрофон? Огромное спасибо вам за лекцию. Открыли целый мир удмуртской литературы. У меня два вопроса. Первый такой общий. Какой
занимает среди региональных литератур России? Насколько она многообразна, многопланова? И второй вопрос частный. Вы говорили, что Красильников купил на гонорар от своей первой книги «Волгу» и дом построил. А какой тираж был этой книги? Спасибо за вопрос, очень интересно. Я думаю, что удмуртская литература, если смотреть вот среди литератур Поволжья и Приуралья, то она занимает вот прям вот лидирующие позиции, на мой взгляд. Я не умаляю достоинств ни одной из литератур других, но по, скажем так, по книгоиздательскому процессу, по тиражам, потому как литература у нас продвигается в сети. Все-таки есть и современная молодая сетевая литература, да, сети литература так называемая. По тем проектам, которые имеются, и, ну, и переводоведческие, и другие. И вот по количеству переводных книг, то есть с русского на удмуртский, наоборот, и так далее, то как бы мы печально не говорим о том, что язык исчезает и так далее, литература сама есть, живет, существует. Проблема в другом. Все сокращается количество читателей этой литературы. Понимаете? Поэтому есть опасная тенденция, что удмуртские писатели могут перейти на русский язык. То есть вот эти тенденции, эти прецеденты есть, в том числе вот тот же Ар-Сергий все чаще и больше пишет сейчас на русском языке. Именно в силу того, что сокращается количество читателей. Отвечая на ваш второй вопрос, вот честно не скажу, но я думаю, там, ну если массовый тираж был 50 тысяч экземпляров, я думаю, что порядка 50 тысяч экземпляров. Давайте еще вопросы. Пока вы думаете, мне кажется, очень важно сказать, что у нас здесь есть представители, как бы прямые потомки удмуртских писателей. Я бы хотел просто этих людей позвать сюда, чтобы все про них узнали, засвидетельствовали как бы свое почтение, и мы могли прикоснуться и там подружиться с потомками великих удмуртских писателей и поэтов. Мы просто вас представим, чтобы вас все знали. Это Виктория Чесак, это правнучка удмуртского прозаика, переводчика, журналиста Петра Блинова. Значит, у Петра Блинова была единственная дочь Зара, 1939 года рождения. Зара, дочка Петра Блинова, Зара Петровна жива. Зара Петровна – это внучка, это бабушка Виктории. Виктория сейчас немного расскажет о себе, чем она сейчас занимается. Я сейчас учусь в аспирантуре, факультет журналистики МГУ. Вот, в этом зале 2 моих научных руководителя. 3. Все. Ну, так скажем, сфера моих научных интересов немного совсем не совпадает с... Вообще я занимаюсь национальной политикой Польши, поэтому... Это то же самое, что у нас. Да. Вот, и да, мне очень стыдно, что как-то вот мои руки не доходят до того, чтобы заняться этим, но вообще дома в моем книжном шкафу есть такое собрание того, чего мне удалось, когда я еще училась в УДГУ, собирала по архивам, что-то от бабушки я взяла, что-то у нас дома лежало. Ну, наверное, нужно как-то собраться и все это вместе объединить и возможно, сделать что-то такое, того, что еще не опубликовано, что у меня есть, в том числе. Все Надеюсь, впереди. что у меня когда-то, да, что я смогу это сделать. Да, спасибо. Виктория, все в ваших руках. Спасибо, что вы сегодня здесь, это здорово. И второй человек, сюрприз. Значит, это дочка
Правнучатого племянника Владимир Васильевич Векшин, он передает Ашальчи большой Оки. привет. Да вы Ирина что? Векшина, да. Да вы что? Ирина театральный продюсер Слушайте, и такой политический активист. как интересно. Я совершенно случайно узнала об этой встрече вот из Фейсбука Артема, собственно, знакомы мы благодаря его супруге Алисе. Да, и папа передавал вам большой привет. Давно не виделись, да. Да, да. Да, занимаюсь я театром, документальным театром. Театр Док, может быть, кто-то из вас знает. Знаем, конечно. Сейчас. Спасибо. Значит, как вас зовут? Ирина. Значит, папа Ирины, Владимир Васильевич Векшин, доцент Удмуртского госуниверситета, он химик. И Владимир Васильевич Векшин – это ближайшая родня, он племянник Ашальчи Оки. И он 9-10 класс, насколько я знаю, чтобы поступить в Казанский университет, он учился в Алнашской школе, а так он родом из Варзиече, я знаю. Он учился в Алнашской школе и жил у Ашальчи Оки. И у Владимира Васильевича есть воспоминания об этих 2 годах, когда он жил у Ашальчи Оки. И замечательные эти воспоминания. Он пишет, что я подросток пришел, и вижу, как много книг в этой деревенской избе у Ашальчи Оки, и что там вечерами у них принято читать Пушкина, Гоголя вслух. И он говорит, я не мог понять, как это вообще возможно. Далее он пишет в этих воспоминаниях, что каждый день Ашальчи Оки накрывала стол с белой скатертью на обед и ужин. И муж, агроном, они жили в Алнашах, в райцентре. Речь идет о 60-х годах. И когда муж приходил на обед, Ашальчи Оки наливала ему неизменно 50 грамм водки за обедом. И он говорит, для меня это было, и всегда стол был сервирован, значит, 1-е, 2-е, ложка, вилка, ножи. И он говорит, для меня это было что-то, какой-то другой сказочный мир, потому что мне это казалось что-то не деревенское, совершенно другое. Вот это я сейчас вспомнила вдруг. Да, Привет передайте. Передам обязательно. Да, спасибо. 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 Есть ли еще вопросы к Григорию? Ладно, подумайте еще. Я хочу передать слово тогда. Спасибо большое, Вере Григорьевне. Хочу передать слово, к нам подошла Ольга Александрова, важный человек, театральный режиссер, автор важнейших постановок этнофутуристических. «Три свадебных напева» по-русски называется, правильно? Подходите к нам сюда, пожалуйста. Мы хотим ваши тоже приветственные слова послушать в честь Дня удмуртского языка. Важнейший культурный деятель, человек, который дал облик удмуртскому театру в 90-е годы, такому передовому, авангардному, экспериментальному. Пожалуйста. Спасибо. Я могу вообще разговаривать и без микрофона, я очень громко могу говорить. Ой. Что сказать? Да. Нет, я не хочу свои получить. Я очень рада буду знакомству с театральным человеком. Сегодня день удмуртского языка. Вот как раз Вера Григорьевна упоминала Владимира Емельяновича Владыкина, и сегодня у нас уже 2-я встреча. Я как раз с юности, например, читала «Белый верлибр», белые стихи Владимира Емельяновича Владыкина. «Адямилы, щотемын, ир, маркену малпаны, щи, маркену ачины, кыл, маркену вераны, нож, адями ачи сослыс малпан нагу, малымеда, шук вераны». Адямилы колу нывылды. Человеку даны голова, чтобы что-то мыслить, глаза, чтобы что-то видеть,
и язык, чтобы что-то говорить. Но люди себе еще придумали душу. Для чего они это сделали? Ну, говорят, чтобы быть людьми. Вот такие философские стихи начала я заниматься и литературой, но я более стала заниматься удмуртским фольклором с ранней молодости, с ранней юности, потому что хоть я и городская удмуртка, но на лето меня отправляли в удмуртскую деревню, и там никто по-русски не говорил. Вот таким образом я и выучила язык удмуртский. И когда уже выросла, для меня самым главным стало знакомство вот как раз и с профессором Владыкиным, и с Татьяной Григорьевной Владыкиной, потому что это наши главные фольклористы, главный этнограф нашей республики.